Здравствуйте, уважаемые телезрители. Эфир информационная программа «Время» на телевидении Душанбе, в студии Улугбек Салимбекзаде. Ну и к новостям к этому часу. В рамках плана мероприятий исполнительный орган государственной власти города Душанбе для создания благоприятных условий для экономического развития, поддержки предпринимательства и привлечения иностранных инвестиций регулярно проводятся различные встречи и мероприятия. На этот раз в столице страны состоялся круглый стол на тему привлечения иностранных инвестиций и совершенствования статистического учета в городе Душанбе. Подробнее в репортаже моих коллег. В рамках плана мероприятий исполнительного органа государственной власти города Душанбе Управлением инвестиций и управления государственным имуществом был организован круглый стол на тему привлечения иностранных инвестиций и совершенствования статистического учета в городе Душанбе. В его работе приняли участие заместитель председателя города Душанбе Исмаилзудан Уджахон, представители соответствующих министерств и ведомств, ответственные сотрудники городских структур, а также предприниматели и инвесторы столицы. Целью мероприятия стало обсуждение путей расширения инвестиционного сотрудничества, развития экономики столицы и совершенствования системы статистического учета. В ходе встречи было отмечено, что привлечение иностранных инвестиций является одним из важных направлений устойчивого экономического развития. Оно создает благоприятные условия для реализации новых производственных проектов, создания рабочих мест и развития инфраструктуры. Вместе с тем участники уделили особое внимание совершенствованию статистического учета как одному из важных инструментов оценки социально-экономического положения и определения дальнейших направлений развития. В ходе круглого стола с аналитическими докладами выступили представители Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан, Национального банка Таджикистана, Агентства по статистике при президенте Республики Таджикистан, Налогового комитета при правительстве Республики Таджикистан и других соответствующих структур. Специалисты представили информацию о текущем состоянии инвестиционной сферы, существующих возможностях для предпринимателей и инвесторов, системе сбора и анализа статистических данных, а также вопросах улучшения инвестиционного климата. Кроме того, между участниками состоялся обмен мнениями. Были высказаны конкретные предложения по вопросам привлечения инвестиций, развития предпринимательства, совершенствования механизмов сотрудничества между государственными структурами и частным сектором, а также эффективного использования статистических данных. Проведение подобных круглых столов, объединяющих представителей государственных органов, финансово-экономических структур, предпринимателей и инвесторов, способствует укреплению сотрудничества и поиску новых путей экономического развития. Было подчеркнуто, что продолжение подобных инициатив может создать благоприятные условия для привлечения большого объема внутренних и иностранных инвестиций, реализации новых проектов и укрепления экономического потенциала города Душанбе. Рабочее совещание с участием представителей соответствующих органов Республики Таджикистан и Республики Корея по официальному началу реализации проекта развития умного транспорта города Душанбе прошло 10 августа в Душанбе. Как сообщили в Министерстве транспорта Республики в ходе рабочей встречи, консорциум Корейского института транспорта в составе компаний Dongmyung Engineering Consultant HD Сеульского университета и Корейской национальной железной дороги Korea National Railway, ответственных за реализацию проекта, были проведены презентации и обмен мнениями по важным аспектам проекта между представителями Республики Таджикистан и Республики Корея. Первый заместитель министра транспорта Республики Таджикистан Фарух Немазода прокомментировал важность реализации данного проекта в городе Душанбе, интеграции достижений и текущих услуг транспортной отрасли столицы в данный проект, отметив, что в условиях бурного развития городов вопросов создания безопасной, эффективной, устойчивой транспортной системы, отвечающей современным требованиям, приобретает все большее значение, в связи с чем использование интеллектуальных технологий, принятие решений на основе анализа данных и внедрение современных методов управления дорожным движением является одним из важных направлений развития столицы нашей страны. При этом было подчеркнуто, что со стороны исполнительного органа государственной власти города Душанбе и его соответствующих учреждений проделана эффективная работа в этом направлении, которая будет способствовать реализации проекта. Чтобы обеспечить полную безопасность на стройплощадках и производстве, в столице усилен контроль за соблюдением техники безопасности. Это прямое поручение председателя Маджлиса Милли Маджлиса Республики Таджикистан, мэра Душанбе Рустама Эмомали. Как профильные ведомства внедряют новые стандарты защиты сотрудников в материале наших коллег. Безопасность каждого сотрудника на первом месте. Прокуратура Душанбе совместно со столичной службой надзора в сфере труда провели разъяснительный семинар в компании общества с ограниченной ответственностью «Осио Маркази». Встреча объединила экспертов и руководство предприятия и более 130 рабочих. Главный фокус – профилактика травматизма, защита прав трудящихся и создание современных безопасных условий на каждом рабочем месте. Сегодня Душанбе переживает бум строительства и инфраструктурного развития, но вместе с ростом числа рабочих мест растет и ответственность.
Специалисты ведомства напоминают, работодатель обязан не просто предоставить работу, но и гарантировать полную безопасность от выдачи качественной спецодежды, обуви и средств индивидуальной защиты до регулярных медосмотров тех, кто занят на сложных участках. Отдельно остановились на легализации труда. Официальный договор – это не формальность, а базовая гарантия защиты прав как работника, так и работодателя. Именно он фиксирует прозрачную оплату, режим труда, отдых и соцпакет. Впрочем, безопасность – это всегда двусторонний процесс. Работники также обязаны строго следовать инструкциям, использовать средства защиты и сразу сообщать о любых рисках на площадке. Право на безопасный труд и социальную защиту зафиксировано в Конституции страны. Охрана здоровья команды должны стать главным приоритетом для любого бизнеса. В конце встречи участники получили прямые ответы на все правовые и технические вопросы. Подобные инспекции и семинары в столице будут проходить регулярно. «578 участников получили путевки в третий этап республиканского конкурса «Таджикистан. Родина любимая». Из них 260 человек в возрасте от 12 до 17 лет, 318 от 18 до 35 лет. Второй этап конкурса проходил с 22 по 30 июня. В нем приняли участие 2677 участников. По итогам конкурса путевки в республиканский этап получили 86 участников из Горно-Бадахшанской автономной области, 120 из Хатлонской области, 135 из Сагдийской области и 100 из районов республиканского подчинения. В городе Душанбе путевки в финальный этап получили 138 участников, из которых 75 человек в возрасте от 18 до 35 лет и 57 от 12 до 17 лет. Напомним, что республиканский конкурс «Таджикистан. Родина любимая» проводится по распоряжению президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона. Его целью является выявление новых талантов в сфере искусства, повышение профессионального уровня и мастерства молодежи, подростков, развитие исполнительного искусства, повышение профессионального уровня новых музыкальных произведений, а также популяризации ценных национальных традиций и богатого наследия предков. В филиале Московского государственного университета имени Ломоносова в городе Душанбе состоялось итоговое заседание, посвященное деятельности учреждения за первое полугодие 2026 года. В ходе заседания были рассмотрены результаты работы филиала в сферах образования, практической подготовки студентов, науки, трудоустройства, выпускников международного сотрудничества и воспитательной работы. На пресс-конференции филиала Московского государственного университета имени Михаила Васильевича Ломоносова в городе Душанбе было отмечено, что в отчетный период особое внимание уделялось повышению качества образования и подготовке специалистов, отвечающих требованиям современности. В этот период учебная, производственная и преддипломная практика студентов проводилась в государственных органах, учреждениях, организациях и других структурах. Было отмечено, что в сельской общине Зиде Хварзопского района действует база практики филиала. Только в 2026 году на этой базе практику прошли 27 студентов первого и второго курсов направления геология. В общей сложности в весеннем семестре 2025-2026 учебного года практику прошли 352 студента. В ходе заседания также был рассмотрен вопрос инклюзивного образования. Было отмечено, что 27 студентов направлений химия, физика и механика материалов и геология были направлены в Московский государственный университет имени Михаила Васильевича Ломоносова для продолжения обучения в рамках программы инклюзивного образования. Было сообщено, что филиал имеет соглашение и договоры о сотрудничестве более чем с 40 зарубежными образователями и научными учреждениями. Только в первом полугодии 2026 года с образовательными учреждениями Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана был подписан ряд новых соглашений о сотрудничестве. В завершении пресс-конференции было подчеркнуто, что в первом полугодии 2026 года в филиале проведен ряд важных мероприятий в сфере развития образования и науки, организации практики студентов, трудоустройства выпускников и расширения международного сотрудничества. Уважаемые телезрители, это была вся информация, подготовленная к этому часу нашими коллегами. Оставайтесь с нами, приятных новостей и до встречи.